В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. Вопросы развития перерабатывающей промышленности, внедрения современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья обсуждались в ходе встречи в администрации президента Абхазии начальника экспертного управления администрации президента Аслана Барцец с директором Института детского питания филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий, безопасности пищи, доктором технических наук профессором Сергеем Симоненко, сообщает пресс-служба президента. Кроме того, обсуждался вопрос использования научного потенциала института для решения вопросов технологии переработки, стандартизации, развития нормативно-правовых документов, позволяющих продукции, произведенной в Абхазии, выходить на российский продовольственный рынок. Стороны считают приоритетным направлением развития перерабатывающей промышленности производства высококачественной сельскохозяйственной продукции с применением новейших технологий глубокой переработки. В Министерстве иностранных дел России состоялись очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации МИД Абхазии и МИД России. Абхазскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Даур Ковы. Обсуждался широкий круг вопросов двусторонних абхазо-российских отношений, а также тематика предстоящего 40-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который состоится 20-21 июня. Спустя 72 года стала известна судьба 21 жителя Абхазии, пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Сегодня в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» состоялась передача родственникам сведений об узниках концентрационных лагерей, местах их пленения и гибели. Подробности в репортаже Алики Трапш. Общегражданская инициатива возвращения имени посвящается памяти жителей Абхазии, России и других стран, которые пропали без вести в немецких концлагерях, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне и после ее окончания. Проект возвращения имени был создан 2 года назад. В Абхазии он работает всего лишь год. За это время проект добился немалых успехов в установлении исторической справедливости. Только совсем недавно у нас появилась возможность получить доступ к этим данным. Для этого нам понадобилось сначала найти немецкий архив, потом перевести его на читаемый русский язык. А самое сложным было это найти родственников в Абхазии. Сегодня в зале вы увидите людей, которые вообще, большая часть из них никогда ничего не знала. О своих родственниках, но и всю жизнь искал. В Советском Союзе все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные на основании извещения из военкоматов знали только то, что их родственники пропали без вести. 8 тысяч жителей Абхазии, ушедших на фронт, считаются пропавшими без вести. Проект возвращения имени включает поиски 320 человек на основании найденных немецких документов. В поисках родственников узников немецких лагерей участвовали курсанты Сухумского высшего общевойскового училища. Год назад со своим проектом к нам обратился Григорий Скворцов. Он рассказал, чем он будет заниматься, чем хочет заниматься. Естественно, в этом мы не смогли отказать ему, потому что этот проект огромный, большое значение имеет для нашей страны. Мы выбрали курсантов. Эти курсанты в течение года занимались поисками родственников. Буквально в каждый дом заходили, в каждую деревню пешком проходили и находили родственников. И сегодня мы вместе с вами видим результат нашей работы. Я думаю, что и в дальнейшем эта работа будет продолжаться, и мы, естественно, будем рядом находиться, помогать возможным. Подлинные документы более 20 человек, жителей Сухума и Сухумского района, были переданы в виде архивных копий их семьям. По словам родственников погибших солдат, проект возвращения имени дает возможность восстановлению разорванных связей. Хочется выразить огромную благодарность Григорию Скворцову за такой проделанный путь. Это труд, который нужен, путь, который он прошел. И хочется поблагодарить его и всем, кто ему помогал. Мой дед, он погиб в этой Великой Отечественной войне. Мы давали запросы, но пока неизвестно ничего, где он погиб, как погиб, его фамилия Умеркечева. Конечно, сегодня я попросила Григория Скворцова, я очень надеюсь на то, что он найдется.
Общегражданский проект возвращения имени будет и дальше продолжать поиски имен погибших солдат Великой Отечественной в немецких лагерях. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Компания «Премиум», специализирующаяся на оптовых продажах, расширяет границы сферы деятельности. Впервые компания запустила пилотный проект розничной торговли. В Гудауте сегодня открылся торговый центр «Премиум Маркет». На открытии побывали наши корреспонденты. Современное здание с оригинальным фасадом выросло в самом центре Гудауты. Официальная часть открытия первого и пока единственного в районе торгового центра под названием «Премиум Маркет» началась с традиционного перерезания красной ленточки. Открытие премиум маркета стало настоящим событием для жителей и гостей города. Торговый центр располагается на 2 этажах. Помимо функциональной составляющей, здание оснащено всей необходимой современной техникой для удобства покупателей и персонала. Компания «Премиум» открыла в городе Гудаута первый торговый центр. Здесь на 1-м этаже расположен супермаркет с большим выбором качественных товаров, цена которых приятно удивить даже самого взыскательного покупателя. Алкогольные, безалкогольные напитки, табачные, кондитерские изделия, продукты питания, молочная продукция. В супермаркете представлены не только продукты отечественного производителя, но и эксклюзивные заграничные бренды. Ни для кого не секрет, что название компании «Премиум» давно стало синонимом высокого качества и доступности предлагаемой продукции. Руководители объявили, что здесь будут установлены терминалы для оплаты карточками. Это очень важно, чтобы наши граждане могли платить прямо с карточки, покупать продукты. Кстати, цены здесь гораздо ниже, чем в Сухуми. Очень приятно, очень хорошо, красиво, уютно, аккуратно, богато. Я думаю, жителям нашего города это понравится. Такие мероприятия, к сожалению, у нас не часто в городе, но я думаю, что это первый шаг. Стоит также отметить, что компания «Премиум» уже более 10 лет на рынке Абхазии и зарекомендовала себя как одна из крупнейших компаний по сумме налоговых отчислений в государственный бюджет Абхазии. И открытие подобного центра, несомненно, внесет важный вклад в развитие Гудаутского района. Очень приятно, что в таком городе, как Герой Гудаута, появилось такое новое, красивое очень здание, открытая торговая компания «Премиум», которая является членом торгово-промышленной палаты прежде всего, входящая в реестр надежных партнеров. Очень приятно, что сегодня в такой компании работают такие молодые, но профессиональные сотрудники, которые не останавливаются на достигнутом и с каждым годом ставят перед собой новые задачи, которые желают реализовать. А торговая компания «Премиум» является не только крупным налогоплательщиком. И отрадно то, что она занимается и чтит традиции меценатства и спонсорства. Открытие премиум маркета – это прежде всего проект, ориентированный на социальное развитие. То есть это не только большой качественный ассортимент товаров, но и более 20 рабочих мест. На 2-м этаже здания, помимо кафе быстрого питания, есть удобные помещения для сдачи в аренду. В плане бизнеса рассматривали, что в Гудауте должен быть такой формат объектов. При этом мы постарались сделать этот торговый центр таким, можно сказать, даже частично социальным, потому что те продукты и товары, которые продаются в самом супермаркете, они средние, они умеренные. В основе лежит это, конечно, супермаркет, то есть магазин самообслуживания, продуктовый магазин самообслуживания. Это первый этаж занимает, есть определенные площадя, которые под кафе, то есть мы сделали еще фастфуд. Такого пользования не только в Гудауте, в принципе его и в Абхазии нету. И мы как бы гордимся этим, потому что мы будем развивать это бизнес-направление как сетевое направление. Генеральный директор компании «Премиум» Аста Мургагуля также отметил, что компании в ближайшее время планируется запустить еще 2 проекта в Гудаутском районе, связанных как с досугом местных жителей, так и с обслуживанием туристов. Руководство компании скромно признается в том, что 3 кита, на которых держится их деятельность в целом, это качество, цена и удобство обслуживания. В этом убедиться может любой желающий, посетив новый торговый центр в Гудауте по адресу Дзидзария, 34. На Алакове Аста Мургожба, Абхазское телевидение.
Третье воскресенье июня в Абхазии по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Министр здравоохранения Республики Томас Цахнакия поздравил с праздником абхазских медиков. Труд людей в белых халатах не менее важен, чем боевые качества солдат и офицеров, отмечается в поздравлении. Сегодня нам вновь необходимо сплотиться и сделать все возможное во имя одной цели – здоровья народа нашей многонациональной, многострадальной Апсны, отмечается в поздравлении. И сегодня же в Ткварчале чествовали врачей районной больницы. Медиков с профессиональным праздником поздравили глава района Аида Чачхалия и главный врач больницы Лали Гаргулия. Глава района отметила значимость ежедневного кропотливого необходимого труда докторов и медработников. Торжественные речи и поздравления чередовались с вручением грамот тем, кто ежедневно спасает жизни людей. Ваша профессия особая, и она занимает одно из важных мест в обществе среди других представителей различных профессий. Вы лучше других знаете цену человеческой жизни, лучше других знаете, сколько труда и мужества потребуется, чтобы сохранить и спасти жизнь человеку, облегчить страдания, излечить его душу и тело. Какой бы сложной ни была ситуация, вы всегда на посту и делаете все возможное и невозможное для спасения человеческих жизней. В Новом Афоне торжественно открылась новая достопримечательность – отель мирового уровня «Гранд Афон». Семиэтажное здание, соответствующее всем современным требованиям и самому взыскательному вкусу, расположилось в самом центре города у знаменитого Новоафонского водопада. Светлые огромные холлы, комфортные и удобные для посетителей. На крыше расположились бассейн и роскошный ресторан. Наша съемочная группа побывала на церемонии открытия отеля класса люкс, которая собрала множество высокопоставленных гостей. Нисфа Аршба расскажет подробнее. Вот так торжественно, с традиционным разрезанием ленточки, открылся новый отель «Гранд Афон». Новый во всем – в дизайне, в качестве исполнения. Все здесь для того, чтобы создать атмосферу уюта и качества. Мы в этот проект вошли изначально, еще в прошлом году, поэтому мы верили в его успех. И, соответственно, уже по тем срокам, которые давал нам поставщик, делали загрузку этого объекта. Поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы он был загружен. И, соответственно, результат уже будет виден спустя буквально несколько дней, когда поедут уже массово туристы, так как объект готов. Светлые холлы комфортные и удобны для посетителей. 5 этажей занимают номера. Максимально функциональная организация пространства, стильный и лаконичный дизайн уже привлекли сюда постояльцев. А вот с внешнего бассейна на крыше отеля, где также расположился ресторан, открывается захватывающий вид на древний храм Симона Канонита и водопад. У нас высокий уровень сервиса. У нас 65 номеров. Гости уже приезжали к нам с самого начала сезона. У нас уже есть посетители, есть гости. Несмотря на то, что открытие только сегодня, у нас уже постояльцы есть. Наши номера называются Suite. Это номера высокого качества, дизайна и уровня. Идея построить отель самого высокого качества у Саида Званбая возникла несколько лет назад. У него к этому времени уже был ряд гостиниц, которые он сам считал обычными. Гранд Афон должен был стать лучшим из лучших. И если бы сегодня в Абхазии появилась звездность, Гранд Афон заслужил бы сразу 4. Один из лучших комплексов сегодня мы с вами открыли, и в ближайшее время здесь будут останавливаться и отдыхать туристы, которые будут посещать нашу страну. Часто мы с вами слышим, говорим о налогах, но налоги, но мы должны, конечно, развивать и поддерживать наших предпринимателей и сделать так, чтобы самое главное, чтобы туристы приезжали, туристы отдыхали в самых лучших отелях на территории Республики Абхазия. Собственники гостиницы с гордостью показывали свое детище, где все продумано до мелочей. Центральное кондиционирование, сервер для вещания 85 каналов общего пользования – это небольшие, но крайне важные детали в таком бизнесе. Гранд Афон строили 3 года. Все необходимо было сделать согласно самым высоким нормам и стандартам. Вот этот отель высокого уровня в Афоне на сегодняшний день – это лучший отель. Прослойка населения определенная требует отели высокого уровня с высоким сервисом. Понятно, что Абхазия, к сожалению, считается на сегодняшний день курортом
людей с средним достатком, но тем не менее люди хотят и получить высокий уровень VIP-туриста, как мы называем. Вот этот отель соответствует этому. Это событие без преувеличения можно назвать грандиозным. Такого уровня отеля в Афоне еще не было до этого дня. Гранд Афон обязан стать местом теплого приема гостей со всего мира, посетив который, они еще не раз захотят вернуться в курортный городок. Нисфаршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Продолжительные дожди, которые накануне вечером обрушились на столицу и районы Абхазии, вызвали наводнения. Вышедшие из берегов реки затопили улицы, обильные ливни вызвали оползни. От воды пострадали дома и постройки. Как помогали людям и справлялись со стихией, в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Погода продолжает испытывать наших граждан на прочность. Мощные ливни стали причиной подтоплений в разных районах абхазской столицы. В частности, река Басла разлилась по обоим берегам. Улицы Щеглова, Агрба, Ашхацала ушли под воду. Ее уровень местами превышал 1,5 метра. И мы не ожидали, вот вроде готовились, там двери там скотчем мотаем, все возможное ставим, делаем, но и бац, и резко начинает идти вода. И мы бежим, где ребенка наверх, этого другого, там, у меня маленький ребенок. Нам дают компенсацию, какую-то денежную. Не давайте нам ничего, но сделайте эту речку, почистите это русло, и мы хотя бы лет 5, я не знаю сколько, мы будем спать спокойно. Для эвакуации пострадавших спасателям пришлось задействовать спецтехнику и резиновую лодку. Выходить будете? Ноночка, сейчас, минутку, сейчас я дочь позову. Давайте. Подожди, стой, сейчас еще это. Убери руку, защелкай. Становитесь на окно, разворачивайтесь спиной, я вас понимаю. Руку держи ее. Так, ножку опускаем. Еще. Давай, не. Все хорошо, бабуля, присядьте туда. Вот сюда присядьте. Ручку тоже не оставим. Сделал Бабушка, не надо плакать, все будет нормально. Главная причина разлива Баслы, по словам самих жителей, забитое мусором русло реки. Его нужно срочно чистить. Многие жители затопленных подворий отказались от помощи спасателей, решив переждать, когда вода сама спадет. После спада воды спасатели принялись за промывку подворий от ила и грязи. Пути более эффективного взаимодействия с районными филиалами обсудили в Черноморэнерго. Перед руководителями была поставлена задача максимально предупреждать возможные проблемы и аварийные ситуации и предоставлять более полную информацию о состоянии районных подстанций. Также главам филиалов Черноморэнерго поручили в кратчайшие сроки предоставить перечень материалов для формирования аварийного запаса электроэнергии с целью эффективного реагирования на форс-мажоры. Продолжается 13-я республиканская спартакиада школьников, в которой принимают участие ученики 9-11 классов. Уже завершены соревнования по нескольким видам спорта и сейчас проводятся тренировки по национальным играм. Одна из них – стрельба из лука, которую многие ребята впервые берут в руки. О том, как проходят тренировки, рассказал министр образования и науки, большой любитель этого вида спорта Атгур Какоба. Сегодня детишки из разных районов тренируются. Кто-то первый раз взял в руки лук, но уже вот по их лицам видно, что им это нравится. Мы в этом году, как вне конкурса, ввели этот вид спорта, а с будущего года уже как один из видов национального спорта будет в составе игр спартакиад. Сегодня мы их подготовим, потренируем, правила безопасности расскажем, а завтра уже по 2 представителя из каждого района, 7 районов плюс город Сухум покажут, как освоили лук. Будем ждать, какие результаты покажут нам. И о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.